Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек провел совещание по поводу строительства соборной мечети. В Крыму продолжается подготовка к празднованию самого масштабного общекрымского праздника Хыдырлес. Тема топонимики крымских населенных пунктов остается одной из самых актуальных в нашем социуме. Кастинги главного вокального телепроекта Крымского полуострова «Милет Йылдызы» продолжаются. Крымско-татарский ансамбль «Тессали» приняли участие в фестивале в Турции. Замоскворецкий суд Москвы признал законным распоряжение Минюста России о приостановке деятельности головной организации свидетелей Иеговы в Российской Федерации, которую на прошлой неделе Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской и ликвидировал. Суд постановил отклонить исковое заявление управленческого центра свидетелей Иеговы с требованием отменить распоряжение Минюста, сказала судья Нелли Рубцова. Также суд постановил конфисковать имущество организации. Теперь адептам свидетелей Иеговы грозит уголовная ответственность за продолжение своей деятельности. Представители организации в понедельник не явились на заседание, и процесс прошел в их отсутствие. Россия обеспечила электроснабжением самопровозглашенную Луганскую Народную Республику со своей территории в рамках гуманитарной помощи. Уровень энергоснабжения потребителей удалось сохранить. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок», начиная с 12 часов ночи 25 апреля 2017 года, прекратили поставку электроэнергии и мощности на территории ЛНР. В Кремле решение Киева обесточить регион назвали еще одним шагом по отторжению этой территории, который отдаляет выполнение Минских соглашений. В рамках региональной недели депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек провел совещание по поводу строительства соборной мечети. На встрече присутствовали представители генерального подрядчика Духовного управления мусульман Крыма, а также исполнители строительных работ. Подробности знает наш корреспондент Айша Шулакова. Ежемесячно депутат Государственной Думы Руслан Бальбек в рамках региональной недели проводит рабочие совещания по поводу строительства будущей соборной мечети. Кроме этого, лично посещает объект и контролирует ход строительства. Сегодня в очередной раз оговорили вопросы организационного характера. Рассматривалась необходимость выделения дополнительного земельного участка для размещения автостоянки, также вопрос подвода сетей. Все происходит в текущем режиме, то есть проблем нету, отставаний тоже. Наоборот, подрядчики сегодня докладывали о строительных работах, которые идут с опережением на месяц. Напомним, что в субботу состоялась торжественная заливка фундамента под основное здание соборной мечети. На мероприятии присутствовали первые лица государства, религиозные деятели и общественность. Заместитель муфтия мусульман Крыма Айдар Исмаилов отметил, что муфтият как заказчик доволен выполненной работой. Подрядчик выполняет все согласно графику. Качество работ также контролируется различными службами. Это нас удовлетворяет, то есть качество выполняемых работ. Поэтому мы думаем, что в те сроки, которые установлены, то есть это 2019 год, 21 апреля, я думаю, что мечеть будет закончена и уже открыта для прихожан. На совещании присутствовали представители городской администрации, Духовного управления мусульман Крыма, службы заказчика, подрядчика и субподрядчика. Директор субподрядной фирмы Энвер Эмираджиев подчеркнул, что работы на некоторых объектах проходят с опережением на месяц. График это выдерживается и будет выдержан. Планы грандиозные. В этом году должны мы закончить конструктивный бетон. То есть само здание соборной мечети где-то к ноябрю, максимум в начале декабря уже будет стоять, и все эти увидите объемы работ. Энвер Эмираджиев добавил, что активно продолжаются работы административного здания и гостиного дома. Также приступили к укладке инженерных сетей. К концу года здание будет обшито закрытым тепловым контуром. А отделочные работы перенесут на следующий год. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». 3 человека пострадали в результате столкновения 2 иномарок в Евпатории, сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.
В 22:31 по линии 101 МЧС России поступило сообщение о том, что в городе Евпатория на перекрестке улиц Сытникова и Крупская произошло столкновение двух легковых автомобилей Mercedes-Benz и Range Rover. К месту ЧП были направлены службы экстренного реагирования, сообщили в ведомстве. Прибывшие на место спасатели оперативно оказали помощь пострадавшим в аварии. Для обеспечения пожарной безопасности, предотвращения угрозы возгорания произвели смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна. В Крыму продолжается подготовка к празднованию самого масштабного общекрымского праздника «Хыдырлес». Представители организационного комитета провели первое выездное совещание на месте проведения праздника. В ходе мероприятия обсудили организационные вопросы, которые нужно учесть при планировании массовых мероприятий. Подробности в нашем сюжете. Близ поселка Севастьяновка Бахчисарайского района на территории культурно-развлекательного центра Шахерезада собрались представители всех сторон, которые задействованы в организации всекрымского праздника «Хыдырлес», члены правительства, правоохранители и энергетики. Организация транспорта, вопросы электричества, безопасность гостей и участников, организация торговли, расположение сцены и палаток, подготовка площадок для детей. Все эти важные вопросы, касающиеся проведения праздника «Хыдырлес», обсудили на совещании. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и департаментов граждан Заур Смирнов отметил, практически все организационные моменты уже решены. В этом году праздник состоится 6 мая. На сегодняшний день проблем нет. Самое главное – это обеспечение доставки. Люди изъявляют сегодня желание. К нам поступает очень много обращений из районов сельской местности. Люди спрашивают, как добраться, как доехать, будет ли организован транспорт. Поэтому мы говорим, да, будет. Обращайтесь в свои администрации. Будет непосредственно расписано, в каких местах, на каких улицах будут ждать автобусы людей с утра 6 мая. И, естественно, также точно они вернут людей уже в свои населенные пункты. Организаторы активно работают над праздничной программой, которая, несомненно, порадует гостей мероприятия. Как отмечает глава муниципального образования Бахчисарайского района, председатель Бахчисарайского районного совета Рифат Дардаров, с каждым годом организация всекрымского праздника выходит на новый уровень. Работа проходит, и мы видим, что в этом году намного теплее. И ожидаем, что будет народу намного больше, чем были прошлые года. Территория будет полностью готова. Я думаю, все должны остаться довольны. И отдельно хочу пригласить всех жителей Крыма на наш праздник. На протяжении всего дня для гостей мероприятия будут выступать артисты крымско-татарской зарубежной эстрады, танцевальные и вокальные ансамбли. Для детей и взрослых будут работать аттракционы, выставки национального декоративно-прикладного искусства. Планируется проведение традиционных спортивных турниров, а любителей вкусно пообедать будут ожидать многочисленные точки угощений национальной кухни. Информационным партнером праздника «Хыдырлес» будет телеканал «Миллет». На протяжении всего дня праздничные действия будут транслироваться в прямом эфире нашего телеканала, а также и на радиостанции «Ватан Седасан». Изначально телекомпания «Миллет» была одним из организаторов масштабного праздника. Как и в прошлом году, в этот раз мы будем транслировать праздник в прямом эфире. Причем не только на телеканале, но и на радио «Ватан Седасан». Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем нашим соотечественникам. Не пропустите яркую концертную программу. Мы уверены, что она никого не оставит равнодушным. Ну а для тех, кто не сможет посетить праздник, телеканал «Миллет» будет вести прямую трансляцию. Заместитель министра культуры Исмет Заатов рассказывает, 11 лет назад впервые зародилась идея проведения «Хыдырлеза» в масштабном формате. Однако все времена, чтобы организовать большой праздник, приходилось оббивать пороги не одной инстанции. Сейчас же все иначе. Организация национального праздника крымских татар «Хыдырлез» полностью лежит на республиканской власти. Первый раз праздник «Хыдырлес» мы организовывали с Ираном Мамбетовым еще 11 лет назад в столице Крыма. Праздник прошел хорошо, но была одна проблема. Со стороны тогдашней власти не было никакой поддержки. В концерте принимали участие только наши артисты. Все организовывали своими силами. Сейчас же все по-другому. Мы ощущаем полную поддержку со стороны власти. Конечно, стало намного легче. Как отмечают организаторы, программа проведения крымско-татарского праздника «Хыдырлес» в этом году будет действительно масштабной. Крымчанам и гостям полуострова обещают хорошее настроение. Изюминкой программы будет грандиозный концерт с участием известных крымских и зарубежных артистов. Известный исполнитель Мурат Тхагалегов. Украдет и позовет тебя темная ночь, и у жизни без меня я тебя отнимаю. Приведет тебя ко мне эта темная ночь. Аслан Гусейнов, Гюнай, заслуженная артистка Узбекистана Наталья Нурмухамедова, Учкуду. И, конечно же, крымско-татарские народные ансамбли «Крым» и «Хайтарма». Артисты Крымско-татарского театра и Крымско-татарской эстрады в этот день устроят настоящий праздник для всех жителей Крыма. Лиля Виджат, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет».
Тема топонимики крымских населенных пунктов остается одной из самых актуальных в нашем социуме. Основываясь на этом, депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек в ближайшее время планирует презентовать справочное издание, посвященное историческим названиям населенных пунктов Крыма. Содержание и оформление новой книги обсудили сегодня в Крымском инженерном педагогическом университете. Подробнее в нашем сюжете. Исторические названия населенных пунктов Крыма. Так будет называться новое справочное издание. Автором является депутат Государственной Думы Руслан Бальбек, а его рецензент – доктор исторических наук Владимир Поляков. Руслан Бальбек отмечает справочное издание общий труд научных деятелей, госслужащих и общественников, которые вносят свои предложения. Идея создания справочного издания возникла в рамках реализации указа президента Российской Федерации о мерах по реабилитации репрессированных народов, в частности, культурной реабилитации. Впервые в рамках комиссии по восстановлению прав реабилитированных разработан официальный перечень всех исторических названий географических объектов. Вчера буквально научный совет утвердил данный перечень, и вот в рамках сегодняшнего совещания рабочего с представителями науки, искусства, культуры мы говорили о внутреннем содержании данного уже научного труда, каким образом будет выглядеть данный перечень, да, то есть важно не только разработать, но и утвердить его. Естественно, предложить внутреннюю содержательную часть, то есть это использование картин, гравюр, справочное издание, которое будет не только научным, но и будет официальным перечнем всех вот исторических названий населенных пунктов, что послужит в дальнейшем для практического применения и, естественно, использования как в органах власти, так и научным сообществом. Рецензент сборника, доктор исторических наук Владимир Поляков отметил важность обсуждения вопросов топонимики Крыма представителями власти с научными деятелями. За 30 лет его деятельности это происходит впервые. В издании представлены все топонимы Крыма, а также исчезнувшие по определенным причинам населенные пункты. Издание содержит проект, который предусматривает возвращение названий тех сел, которые существовали в довоенном Крыму. Кроме того, в книге рассказывается о том, какие народы проживали в той или иной местности. Целый пласт названий населенных пунктов, которых уже нет. То ли его сожгли, то ли в результате депортации, то ли в результате иммиграции. Все это впервые представлено здесь. И этот список очень интересный. Члены попечительского совета КИПУ, а также специалисты в области истории, топонимики крымско-татарского языка, культуры и искусства озвучивали свои рекомендации и пожелания по художественному оформлению и содержанию книги. По их мнению, возвращение исторических названий населенных пунктов сделает полуостров еще более привлекательным для туристов. Будет интересно, да, не в конце именно, а вот после каждого какого-то пункта вот немножечко вот это иллюстрациями разбавить. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент общественной организации «Инкишаф» Эскендер Белялов отметил, что создание справочного издания очень важное событие для крымчан, ведь каждое историческое название имеет свою историю. Справочное издание, которое мы услышали, будет издаваться, оно дает такой очень большой импульс для дальнейшей работы с народом, с населением. Каждое историческое название, оно не просто так давалось какому-то населенному пункту, какому-то городу, а есть под этим такие очень серьезные основания. Президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов в свою очередь поблагодарил Руслана Бальбека и отметил, что издание сборника станет еще одним шагом в реализации указа президента о реабилитации. Ведь вернуть исторические названия селам и поселкам Крыма – это значит вернуть душу народа. Очень много высказывалось учеными в 1991 году. Высказывалось мнение о том, что если мы не восстановим топонимику Крыма, будем считать, что мы Крым как таковой не восстановили. Руслан Иванович, я хочу вас, во-первых, вам сказать большое спасибо. Значит, вот это вот желание полувековое или, может быть, даже больше желание народа о том, что все-таки все эти названия, то есть история, или, как вы сказали, душа народа, душа земли этой была восстановлена. Издание данного сборника планируется к 18 мая этого года. Алимия Кабилаева, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет».
В Крымском инженерно-педагогическом университете состоялось мероприятие, приуроченное к 23-й годовщине факультета экономики, менеджмента и информационных технологий. Праздничную программу подготовили сами студенты факультета. Здесь тематические стенгазеты и сделаны вручную подарки для педагогического состава. Кроме того, студенты презентовали видеоролик о жизни факультета экономики, менеджмента и информационных технологий. Декан факультета Асан Керимов отмечает, весь руководительский состав стремится создать благоприятные условия для получения студентами образования высокого уровня. Мы уже зарекомендовали себя как факультет, который готовит высококлассных специалистов в области экономики, менеджмента и информационных технологий, которые находят свое применение на крымском рынке труда, а также на рынке труда всей России и за ее пределами. На праздничном концерте выступали как студенты вуза, так и заслуженные артисты Крыма. Были отмечены достижения кураторов, а также студентов факультета. Будущие экономисты принимают активное участие в жизни не только факультета, но и всего вуза. Я хочу сказать, что такого рода мероприятия, они нацелены не только на сплочение наших студентов, но вот и на то, что возникает определенная дружба на межнациональной почве, потому что вот вы сегодня увидите танец Эмерджелял, который поставят студенты группы МС-16, на самом деле состав настолько разнообразный, там есть девочки-славяне, которые его будут танцевать, крымские татары. Как признаются сами студенты, своим выбором довольны. Более того, в процессе обучения стараются перенять от преподавателей как можно больше опыта. Алия Куртситова, студентка первого курса, считает, что на сегодняшний день профессия бухгалтера является одной из самых престижных и перспективных. Я хочу от всей души поздравить наш факультет с этой замечательной датой. Я надеюсь, что мы будем продолжать также успешно дополнять свой факультет новыми открытиями. Профессия экономиста возникала еще сотни лет назад. Самое главное качество, которым должен обладать грамотный специалист по экономике, это способность к логическому мышлению, которую часто называют математическим складом ума. А еще необходимо обладать высокой организованностью и быть внимательным к мелочам. Ферида Халикова, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. Кастинги главного вокального телепроекта Крымского полуострова «Милет Йылдызы» продолжаются. На этих выходных отборочные туры прошли в Евпатории и Саках. Продемонстрировать свои таланты прошли более 30 человек. Основное условие – спеть на родном языке и удивить строгое жюри. Как прошел кастинг и где пройдут следующие отборочные туры, знает наш корреспондент. Онда бунда шундадыр, шунда онда бундадыр. Милет Йылдыз кім десе, меним гонлюм ондадыр. Участники продемонстрировали свои вокальные способности. Были исполнены народные и современные крымско-татарские песни. Свои способности решила показать и Эльвина Ибадулаева. Еще одна участница конкурса Зарема Усманова пришла продемонстрировать свой талант. Рассказывает, кастинг дарит ей в море впечатлений. Она исполнила песню на родном языке и подчеркнула, в крымско-татарских песнях отражена вся культура нашего народа. Заслуженная артистка Республики Узбекистан, жюри песенного талант-шоу Наталья Нурмухамедова уверена в том, что народ талантлив и может показать свои способности на достойном уровне. Я услышала столько прекрасных крымско-татарских песен, сколько я не слышала за последнее время. И так хорошо исполняли участники нашего кастинга, что мы все аж прям были возбуждены и восхищены. Телеканал «Милет» приглашает всех желающих принять участие в следующих кастингах телепроекта «Милет Йылдызы». Они пройдут 28 и 29 апреля в Раздольном и Феодосии. Финал конкурса состоится в ноябре месяце. Победители телепроекта «Милет Йылдызы» получат главный приз 100 тысяч рублей, съемку клипа и ротацию на радиостанции «Ватан Седасым». Султания Меджид, телеканал «Милет». Крымско-татарский ансамбль «Тессали» приняли участие на фестивале в Турции. Он был приурочен ко Всемирному дню защиты детей. На фестиваль съехались представители около 27 стран. Сегодня в международном аэропорту Симферополя крымских танцоров встречали родные и близкие. Там побывала и наша съемочная группа.
команда крымско-татарского ансамбля вместе со своими руководителями и родителями вернулась на родину. В аэропорту маленьких артистов воодушевленно встречали друзья и родственники. Помощник руководителя детского фольклорного ансамбля Айше Аблаева рассказывает, на фестивале Крым представляли 17 танцоров, и все вернулись с призами и полным багажом положительных эмоций. Мы выступали 2 дня, это было 22 апреля и 23 в городе Стамбул. Вот. Мы показывали свои национальные танцы крымско-татарские, это были танцы Айпетри, Хайтармасы, Байрам Хайтармасы, Чобан, мужской танец, танец Тым-Тым девушек, Ресевич Хайтарма, Вехоран Хайтармасы, Бахчисарай Хайтармасы. В общем, мы показали свои красивые костюмы, свои национальные танцы. И Турция нас очень тепло встретила и провожала со слезами. Дети с горящими глазами рассказывают о фестивале, который проходил 2 дня в Стамбуле. Равнодушным никто не остался. Я могу сказать, что там было достаточно хорошо, уютно. И я бы хотел вернуться туда еще много раз и выступить. Очень красиво. Мне больше понравилось выступать, и я бы еще бы там осталась. Эмоции прям зашкаливают на сцене, невозможно. Адреналин как получаешь. Это очень круто было. Рияна Исмаилова и Эльдар Изетов рассказали о том, какой танец им нравится больше всего. Мне кажется, что лучший танец мы исполнили севич. Ну, там прыжки нужно делать. Движение хорошее и длительность танца хорошая тоже. 10-летняя Эсма Усеинова говорит, будучи вдали от родины, она чувствовала поддержку родных, которая ей помогла блестяще выступить, а также отметила незаменимый вклад педагогов. Мы очень рады. Айше Оджа нас похвалила, сказала, что мы хорошо и красиво выступили. Нас все поддержали, аплодировали нам. Все нам кричали «молодцы». Родительница Ульвие Аблязова признается, дети очень довольны поездкой. В этом она видит заслугу руководителей. От лица родителей всех благодарна Муниру Оджа, Айше Оджа за то, что они наших детей обучают таким прекрасным крымско-татарским танцам, которые они могут показать не только на территории нашего Крыма, но и за пределами России. Ребята и руководители уверены, этот фестиваль не последний в истории ансамбля «Теселля». Юные танцоры намерены покорять новые вершины и стать настоящими профессионалами своего дела. Фадиме Сейдмамут, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Сегодня в Алуште состоялся первый тур чемпионата России по регби. В турнире приняли участие спортсмены из разных регионов России. Все участники имеют опыт выступления в этапах мировой серии по регби-7, а также являются победителями национальных и международных турниров. О результатах игры знает наш корреспондент Мухаммед Закиряев. Двухдневный турнир объединил 29 команд со всей России. В соревнованиях приняли участие профессиональные спортсмены. Сборная команда Крыма состоит из игроков Симферополя и Феодосии. Команда молодая, ребята только недавно приступили к совместным тренировкам, а уже сегодня начали играть со спортсменами высшей лиги России. Крымская команда в результате соревнований побед не одержала, но несмотря на это останавливаться не намерена. Регбисты отметили, соперники были достойны и играть против них было сложно. Ну, именно этим видом спорта я занимаюсь около 2 лет. Достаточно так мало, но вдохновляет любовь к спорту. Азарт, так же, как сказал наш капитан. Вчера, конечно, отыграли гораздо хуже. Сегодня было намного лучше, мы более сыгрались. Все-таки мы, грубо говоря, сборная Крыма, мы тренируемся все в разных клубах, поэтому нам тяжелее, чем этим командам. Но я думаю, мы будем стараться и будем тренироваться и выступать на этом уровне достойно, не так, как в этот раз. Ну, сегодняшний матч был сложный, тяжелый, но лучше, чем вчерашний игровой день. Мы сегодня показали более-менее командную игру. Не было у нас совместных тренировок, сборов с игроками сборных других клубов, поэтому мы, наверное, чуть не сыграны, и уровень
слабее, намного слабее, чем у лучших команд России. Двухдневный чемпионат забрал немало сил у игроков каждой команды. Однако для каждого спортсмена эти соревнования – большой опыт. Тренер сборной команды Крыма Вилор Мисицкий был доволен сегодняшней игрой, но отметил, что спортсменам еще есть над чем работать. Хотелось бы, чтобы оно лучше получалось. Но от реалий исходим. Какие сегодня кондиции, как мы могли играть, так и ребята и сыграли в меру своих возможностей. Старались все. Все 14 человек бегали, играли. Все. По итогу соревнований спортсмены были награждены различными призами, но главный кубок за первое место в этот раз получила команда Московской области. Мухаммед Зикирьяев, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. Тепло в Крым вернется уже сегодня. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Эти ныряющие циклоны идут вдоль меридиана с севера на юг и доходят до самых южных границ и увлекают за собой северо-восточный поток. Температурный фон сейчас действительно очень низкий. Вся европейская Россия отброшена назад на целый месяц. Такие сложные метеоусловия сопровождаются штормовым ветром до 25 метров в секунду, рассказал Евгений Тишковец, заявив при этом, что такое резкое похолодание в апреле происходит раз в 7-10 лет. А это были все новости на сегодня. Если вы пропустили наши выпуски, вы можете посмотреть их на нашем официальном сайте телеканала Миллет, trkmillet.ru, либо на странице Facebook. А я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.